19-летняя уйгурская турецкая студентка была приговорена к 3 годам тюремного заключения за видео о протестах, которым она поделилась в рамках Белой книги. Камиле Ваид, 19-летняя выпускница факультета дошкольного образования Технологического института Шанцю в китайской провинции Хэнань, была одной из десятков молодых людей по всему Китаю, задержанных в связи с протестами, вызванными смертельным пожаром, в результате которого погибло почти 40 уйгуров в многоквартирном доме в Урумчи, Восточный Туркестан. Канадский орган по надзору за этикой начал расследование утверждения о том, что Nike Canada и золотодобывающая компания воспользовались принудительным трудом уйгуров. Расследование надзорного органа основано на жалобах, поданных коалицией правозащитных групп. Агентство утверждает, что Nike Canada Corporation имеет отношение к поставкам от нескольких китайских компаний, которые, по мнению австралийского аналитического центра, используют или извлекают выгоду из принудительного труда уйгуров. Китай направил военные корабли и военные самолеты для патрулирования вокруг Тайваня. Министерство обороны Тайваня заявило, что Китай предпринял этот шаг перед ежегодными военными учениями Тайваня для защиты от возможного вторжения. Председатель КНР Си Цзиньпинь призвал свою страну к большей открытости в таких областях, как торговля, инвестиции и финансовые инновации на встрече во вторник по углублению реформ. Президент Эрдоган встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита лидеров стран НАТО. Эрдоган заявил, что, по его мнению, настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма с Соединенными Штатами и что он рассматривает свою встречу с президентом США Джо Байденом в рамках саммита НАТО как первый шаг к этому. Специальный посланник президента США Джо Байдена по климату Джон Керри на следующей неделе отправится в столицу Китая Пекин, чтобы обсудить стратегии по борьбе с изменением климата. В заявлении офиса Керри говорится, что спецпредставитель президента США по климату проведет переговоры в Китае с 16 по 19 июля.